Ее муж на грани жизни и смерти. Бекиру 57, он астматик. Последнее заседание суда провел в кислородной маске. После очередного приступа астмы в следственном изоляторе его доставили в реанимацию. Жену к нему не пускают. В связи с тем, что у него находится охрана с 3 человек, то, естественно, меня никто туда не пустит. И следователь мне сказал, что на свидание он может давать только в СИЗО, и в медицинское учреждение у него нет никаких оснований давать это свидание. На этом оперативном видео Бекира с товарищами задерживают российские силовики. Это было месяц назад. Всем на месте. Фамилия? Дигерменджи. Еще раз. Дигерменджи. До полицейского авто Бекира, как особо опасного преступника, сопровождают 6 силовиков. Его и еще нескольких мужчин обвиняют в вымогательстве. ФСБ в Симферополе задержала активистов запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа». Они подозреваются в вымогательстве $7000 у гражданина Турции. Эту сумму турок одолжил у пожилой женщины Виджие Кашка и отказывался возвращать. Бекир с товарищами несколько раз встречался с должником и требовал отдать деньги. Мужчины, говорят, хотели помочь ветерану крымско-татарского движения. Об этом их будто бы просила сама Виджие. Она умерла во время силовой операции, уже в машине скорой от сердечного приступа. Свою версию событий Бекир описал, находясь в СИЗО. Его дочь зачитывает нам отрывки письма. У меня и в мыслях не было, оказывая помощь одному человеку, причинить боль другому. Это получается 4 старика угрозами и шантажом в корыстных целях вымогали у него деньги. Бред какой-то. Это уже исторический митинг у Верховной Рады Крыма. Он состоялся 26 февраля 2014-го, а через год задержали сына Бекира, Мустафу. Его, а также Али Асанова и Ахтема Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков у парламента. Народу было много. Каждый кричал свое. Мы за Украину кричали, они за Россию кричали. Было все. Потом мне стало плохо. Меня вдавили в толпе. Сын меня вытащил с толпы. Мустафе 28. До ареста он работал торговым агентом. Отец не понимает, как из его аполитичного сына сделали политического активиста. Это интервью «Радио Свобода» мужчина дал 2 года назад, когда его сын был за решеткой. Меня зовут Бекир Дигерменджи. Я отец Мустафы Дигерменджи, которого сделали политиком, который в политике никогда не лез, а его жизнь сделала политиком почему-то. Задержание было серьезное такое, как в лучших голливудских фильмах. Мустафа 11 месяцев провел в следственном изоляторе. Ему несколько раз продлевали арест, но он ни разу даже не пожаловался родителям. Он всегда на всех судах, вот сколько у нас их прошло, он всегда улыбается. Во-первых, он знает, что у меня сахарный диабет, что мне нельзя нервничать. Отец у нас инвалид по бронхиальной астме. И он никогда не думает о себе, он думает только о том, чтобы было нам хорошо. Организатором беспорядков 26 февраля следователи назвали Ахтема Чийгоза. Мустафе Дигерменджи предлагали свидетельствовать против него и признать свою вину. Он у нас так воспитан, что он говорит то, что есть. Сначала предлагали, чтобы он дал показания против кого-то, потом пошли на другое, чтобы признал свою вину. Во-первых, я не согласен с этим. О какой вине может быть речь, если его вины там нету? Участие в митинге я не считаю виной. И сын у меня это так считает. Ахтем Чийгоз знает, перед каким выбором стоял Мустафа, и что не все задержанные поступили так, как он. Некоторые, чтобы спасти свою шкуру, грубо говоря, сдавали, подло поступали, подписывали неправдивые показания и получали так называемую свободу. А Мустафа Дигерменджи, Али Асанов сказали, что это гнусно, что это ложь и этот оговор, они не будут подписать. Весной прошлого года Мустафу выпустили под домашний арест. Дома устроили праздник. Мужчину встречали активисты со всего Крыма. Приехала и крымско-татарская легенда Кашка в свои почти 82 года. Мы все рады, приехала с Белогорского.
попроведывать. Мы ходили на суд. Ну, гордимся, что наш сын сегодня дома. Всем большой салам алейкум. Чем займетесь? Дом буду строить. Речь об этом доме. Семья строит его почти 30 лет. Здесь Бекира ждет любимая собака. Мужчина говорил нам, что ни одно уголовное дело не заставит его уехать из Крыма. Испугать меня тяжело. Что можно забрать у меня? Жизнь. Пожалуйста, пусть заберут, придут. Если им жизнь моя нужна. Это некрасивые слова. Я лучше тут умру. Но никто не добьется. Как говорится, не дождутся. Двое мужчин из семьи Дегерменджи под арестом, но оба их дела сфабрикованы, считает лидер крымских татар. И добавляет, ситуация с правами человека на полуострове могла бы измениться, если бы там работали международные наблюдатели. Мы настаиваем на том, чтобы там были постоянные миссии международных организаций, в первую очередь ОБСЕ. Но Россия на это не соглашается, потому что если будет миссии, тогда их ложь, там, пропаганда, она будет нивелирована. После недели в реанимации Бекира перевели в отделение пульмонологии. Его состояние стабильно тяжелое. Как и ее сын с мужем, Алия верит, что никакие трудности не заставят семью покинуть Крым. Родители говорили, лучше есть хлеб с чесноком, но жить в Крыму. Тогда были мои родители, потом я, сейчас мои дети. Сейчас еще коснулось, что и мой муж, и сын для них являются какими-то, я не знаю, монстрами. Александр Шевченко, Александр Стурган, Никита Исайко для Крым Реалии.